Сотрудники регионального Минстроя и члены ОНФ провели ознакомительную работу в школе номер 1 Назрани. Ребятам рассказали о том, как реализуется программа «Комфортная городская среда» и какие объекты участвуют в онлайн-голосовании в 2022 году. Хава Гагиева расскажет подробно. Вы, школьники, проходите, решили посидеть с подружкой или с другом, присели, отдохнули. Это такая транзитная зона, это не парк, это даже не сквер, но это транзитная зона, где мы с вами можем посидеть, поговорить спокойно, да, и пойти дальше. Превратить заброшенную площадку в приятный глазу уголок или подправить то, что уже имеется. Вот главная задача сегодняшней встречи. Точнее, информирование школьников о всех возможностях программы «Комфортная городская среда». В роли слушателя оказалась и Хадиджа Арчакова. О проекте девочка узнала впервые. Городская среда – это действительно очень хороший национальный проект. Он помогает улучшить состояние нашей республики, достопримечательности, также озеленения. Мне приятно, что мы можем высказать свою точку зрения и можем помочь нашей республике. Не просто высказать, но и стать мотиватором и помощником для тех, кому сделать это не под силам. Задача проекта «Комфортная городская среда» заложена уже в самом названии. С помощью голосования удастся определить проблемные общественные места, которые нуждаются, так сказать, в доработке. К слову, в 2022-м таких зон обозначено 8. Вот 8 территорий, которые мы определили совместно с нашим населением города Назрань, это вот прилегающие территории городского пруда. С одной стороны, мы уже благоустроили в том месте, где уже вы были. Будет благоустраиваться другая сторона этого пруда, так как пруд очень большой сам по себе. Будет благоустраиваться прилегающая территория школе номер 15, которая находится в 105-м массиве по улице Новая. Там тоже будут предусматриваться все виды работ, которые будут для вас интересны. То есть на данных территориях будут делаться такие работы, которыми будет вас завлекать туда. Каким именно будет этот комфорт, вправе решать сами жители. Онлайн-голосование будет проходить в течение 5 недель с 26 апреля по 30 мая на сайте za.горосреда.рф. Единая платформа сейчас на стадии разработки. Отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн проекта уже отработанного пространства может любой желающий старше 14 лет. Удобно то, что это голосование по поводу этого проекта проходит именно онлайн, потому что каждый из нас может зайти в интернет и проголосовать. С помощью этого голосования улучшается наша республика. За все время существования проекта были реанимированы десятки улиц и площадей республики. В стране благоустроили более 12 тысяч общественных пространств. В Ингушетии в прошлом году проект охватил все 9 муниципалитетов региона. Города, сельские поселения и улицы существенно изменились. Все объекты благоустроили по результатам голосования жителей. Сегодня мы говорили с детьми от 14 лет о подготовительном этапе к всероссийскому голосованию на общей платформе. Говорили, дети были очень внимательны, идея понравилась. Во-первых, это значимость самого ребенка. Он понимает, что 14 лет это уже не совсем ребенок и не совсем взрослый, но у него есть право на голос, право выбрать ту территорию, которая ему больше нравится. И муниципалитеты на это тоже отреагируют. Объявлен конкурс муниципалитетом города Назрань. Школе, которая наберет большее количество голосов, будет презентован приз. Я думаю, это хорошее подспорье, где дети могут проявить свою активную позицию, и также подключить, как я говорю, уже родственников, соседей и учителей. На сегодняшней встрече организаторы не собираются останавливаться. В планах охватить все городские школы республики и организовать свой мини-добровольческий штаб. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.